Кучи материалы, перевозимые в открытых кузовах, все чаще становятся поводом для жалоб и разбирательств со стороны автолюбителей, да и просто жителей региона. Водители грузового транспорта готовы себя оправдать, но это их не избавит от предупреждений со стороны сотрудников ГИБДД и Комитета Ингушетии по экологии и природным ресурсам. Ходя Дельбиева подробнее. КАМАЗы и грузовики часто перевозят сыпучий материал в виде песка и гравия. Водители этого транспорта не всегда соблюдают правила перевозки груза. В частности, не накрывают грузов машин специальным тендом, который защищает перевозимый материал от рассыпания на дорожное полотно. Среди песка иногда попадаются и камни, которые могут повредить машину, которая едет позади, оставить царапину на ее поверхности или разбить лобовое стекло. Сотрудники Комитета экологии и ГИБДД вышли на дороги республики, чтобы попытаться свести нарушения такого рода к минимуму. В данной акции выявлены многочисленные нарушения, составлены административные материалы. Также ведется разъяснительная беседа с водителями грузовых автомашин, допустивших данное правонарушение. Абукар Кадзоев работает водителем КАМАЗа с 80-х годов. Человек советской закалки всегда отличается ответственным и добросовестным отношением к работе. Считает, что его коллеги не пользуются тендом из-за простой человеческой лени. Когда высыпаешь, когда загружаешь, надо постоянно его в порядке держать тенд, чтобы он не рвался, не это. Поэтому, видимо, может, для кого-то тяжело. Сотрудник ГИБДД Беслан Танкиев рассказывает, отговорки у камазистов самые разные. То тент порвался, то вовсе забыли его взять. Нерадивых водителей грузовых машин не останавливают ни предупреждения инспекторов, ни денежные штрафы. По статье 12.33 это нарушение подвергается штрафу от 5 до 10 тысяч рублей. Стараемся ловить всех, но не всегда получается. В основном бывает 5-10 машин. Всего за несколько часов, проведенных на посту ДПС, около 10 человек были остановлены с нарушениями. Новички отделались предупреждением, а некоторых оштрафовали. Комитет по экологии и природным ресурсам планирует проводить акции такого масштаба регулярно и по всей территории республики. Ходя Дельбиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24.